Этот взрыв всколыхнул всю республику. 17 августа 2009 года «желтая газель» или «машина смерти», как назовут ее позже, протаранила ворота Назранского РОВД. О том, что готовится теракт, знали еще за неделю до трагедии. Поступали сводки и ориентировки на «газель». Капитан Ахмед Муружев в то утро проводил построение. Потом многие назовут его построением на смерть. Личный состав как раз получал ориентировку на машину, которую боевики готовят для теракта. Именно в этот момент протаранили ворота. Первые пары секунд никто даже не понял, что происходит, но ни один из сотрудников не растерялся. Ровно через 13 секунд сработал детонатор взрывного устройства. На все про все у нас было, получается, 12 секунд до взрыва, до того, как эта машина заехала на территорию и до того момента, как она взорвалась. За эти 12 секунд по данной автомашине была открыта стрельба. Стрельба была очень интенсивной. Я сам это слышал, видел, и поэтому я знаю, что там происходило. И сотрудники, которые находились непосредственно в эпицентре этого взрыва, они, конечно, у них шансов было очень мало, потому что взрыв был очень мощный. Вероломство этого акта было огромных масштабов. 15 лет пролетели как один миг. Васамбек Погоров в то утро с коллегами стоял на плацу, где проходил инструктаж. Помнит, как появилась «газель», а дальше все как в тумане. После взрыва он потерял сознание и проснулся уже в больнице с ожогами в 40%. После нескольких операций и долгой реабилитации смог встать на ноги и продолжить службу. Там ребята, которые несли службу в тот день, который стояли на построении, знали, что готовится теракт, но они не знали именно в каком отделе, в каком месте будет совершен теракт. Они могли в тот день остаться дома, уйти в отпуск, уйти на больничную или уволиться с работы. Зная об этом всем, эти ребята мужественно, достойно несли службу, защищая нашу родину, нашу республику, стабильность, целостность всей нашей России. Капитан Руслан Нальгиев один из первых открыл огонь по автомобилю. Тем самым выиграл немного времени для сослуживцев, которые смогли рассредоточиться и занять более выгодные позиции для обороны. За это время многие успели укрыться, но не все. 25 человек погибли и 136 получили ранения, в том числе и мирные жители. Позже указом президента России Владимира Путина за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, Руслану Нальгиеву присвоили звание Героя России. Среди погибших были мои друзья, мои коллеги, которым я верил, доверял, которым я мог пойти куда угодно, зная, что эти люди рядом со мной. Я чувствовал себя надежно, но на мгновение ока большая часть этих людей не стала. Стекла зданий выбило в районе нескольких сотен метров. Были пострадавшие среди тех, кто проживал в многоэтажном доме прямо напротив РОВД. Одна женщина от полученных ран в тот день погибла. Еще несколько человек были ранены. На втором этаже об стенку ее ударило и сразу насмерть. Ну, вторую там руку сломали. Ну, еще что там, глаз одному с 6-го этажа выбили глаз пацану, который. У нас дома дочка пострадала, рама вылетела. Взрывное устройство мощностью 400 килограмм в тротиловом эквиваленте оставило после себя воронку диаметром в 5,5 и глубиной в 2,5 метра. Многие о случившемся узнали из сводок новостей и бросились искать родных, помогать раненым. Тела многих жертв теракта так и не были найдены. О смерти близких родственники узнали позже, после медэкспертизы.
Через несколько лет после событий лета 2009 года для сотрудников Назранского РОВД построили новое здание в Магате. Память о них увековечена в музее МВД и на аллее на мемориальном комплексе в Насыркорте. А те, кто совершил это жестокое преступление, не избежали наказания. 2 марта 2010 года в ходе спецоперации в Икажево сотрудниками ФСБ были уничтожены 6 членов НВФ, причастных к теракту, в том числе и организатор Саид Бурятский. Хади Добриева, Магас 24.